серці, до Бога любов і доброта, Христова любов. Благословенна владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь за всюду и на веки веков. Аминь. С упокоенным Господу помолимся. Господи, смилуйся. За упокой на всем свете, за упокой свыше, за спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За упокой на всем свете, за пресна святых Божьих церквей, созидание всех их, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святую церкву, и ты, что с верою пошла, и страхом Божьим воплоти, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За нашего светлого епископа Франтишка, Папы Римского, достойного архипастыря Леонарда Богородного, владыку нашего архимандрита Сергея, почестных святоров, диаконов в Христе, все духовенство людей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стираженную крайнюю нашу Беларусь, за врата лишней влады и войска и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу, всех нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За этот город, за всех городей крайних, за верных людей, что живут и Господу помолимся. Господи, смилуйся. За добрые надворы, богатый урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, поморы земли, поветры за недужих, и что терпит за зневоленных избавлений, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам удалиться от всякого гневу, сумму и недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Всякого, и стережи нас Божию лаской Твоею. Господи, смилуйся. Господи, святую всечистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу и за всюду Деву Марию и всех святых, сами себе один одного, и всю житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Отдалежится всякая слава, пошане, поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи, благослови душа моя Господа, и все нутро мое прославит Тебя, святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забываю всегда добродействов Его, и Он очищает все бесчинствы Твои, и оздоровляю все немочи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпливый, богатый на ласку, благослови душа моя Господа, и все нутро мое, хай славит Тебя, святое Его, благословенный Ты, Господи. Яше упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, слава, стережи нас Божию лаской Твоею. Господи, смилуйся. Успомянувши святую, всечистую, благословенную, славную владыку нашу Богородицу,
и завсёды Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и всю життю нашу Христу Богу отдаймо. Та не, Господи, Бо Твоя есть держава, и Твое владарство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, разу все життя моє буду хвалить Господа, буду песня славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне и Слово Бога, Ты несмяродный, для нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсёды Девы Марии, и не зазнавший измены стався человеком. Ты был крыжованный в Христе Божий смертью, снищивший смерть, будучи одним со Святой Троицей, ровным славой Отцу и Святому Духу, збав нас, збав нас. Jeszcze z upokoju Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избав, и стиражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Господину уши, на святую, сочистую, наиблагословенную, славную дарку нашу Богородицу, и за всю Деву Марию, и всех святых, сами себе один одного, и всю життю нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи, Бо Ты добрый, человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Уволодай свет Твоим, вспомни нас, Господи, счастливые Боги Духом, Боги пьют владарство небесное, счастливые тыя, что тужат, бояны сутешатся, счастливые тихие, бояны отрымают спадщину землю. Счастливые тыя, что мают голод и смогу справедливости, бояны насытятся. Счастливые милосердные, бояны звержают милость. Счастливые чистые сердца, бояны убачать Бога. Счастливые миротворцы, бояны будут зваться сынами Божьими. Счастливые тыя, кого проследуют за правду, бо их есть владарство небесное. Счастливые вы, коли вас крылья и проследуют, и кажут всякую неправду на
и тешьтеся, Бог знагорода ваша в небе великая. Мудрость, устаньте, придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес с мертвых, звал нас, якие пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Светлую веску воскресенье, я в отмене прадедовского суджения, от Данилов почувши, Господне в учении с апостолом с радостью сказали, смерть переможенная, Господь Бог воскрес, даруючи світу багаття свого змиловання. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спас Избавитель мой, як Бог вызволил землю наруженных отпутал, и разбуривши пекельные вороты, як уладару воскрес могилы на третий день. Теперь и завсюди на веки веку. Аминь. Опекунка христиан бездокорная, Адоница до Творца незаменная, неблагорди молениями грешников, Алия добрая, спешно приди на подмогу нам, якие кричем Тебе доверливо, вашей худко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надейная заступница Ты, что шануют Тебе. вот и святый Боже наши, Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди, и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди и на веки веков. Аминь. Святый несмяротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный,
багаті творов Твоїх, Господи, Ти всьо мудро створив. Якое багатство твору Твоего, Господи, Ти всьо мудро створив. Мудрость. Читание послания апостола Павла до Колоссянов. Слухаємо уважно. Брати, коли ж з'явиться Христос, життя ваше, тоді ви з'явитеся разом з Ним у хвале. Тому зробите мертвым тое, что земное в теле вашем, распусту, нечистость, пожадливость, дрянне помкнення і хтивость, якая з'являється ідолопоклонством. За гэтых речаў гнев Божий сыходит на сынов непослухмяности, сярод яких і вы калісьці ходили, калі жили сярод іх. Цяпер жа і вы адкіньце гэта ўсё: гнев, абурэнне, злосць, блюзнерство, злословие з вуснаў ваших. Не хлусіце адзін аднаму, бо вы знялі з сябе старога чалавека разом з ягонымі ўчынкамі і апрануліся ў новага, які абнаўляецца для пазнання паводле вобраза таго, хто стварыў яго. І тут ужо няма ні грека, ні юдэя, ні абразання, ні адсутнасці абразання, ні чужаземца, ні скіфа, ні нявольніка, ні свабоднага, але ўсё і ва ўсім Христос. І читання. І Твоему Духу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. подрихтуйте переможно, для правды, набожности и справедливости. Ты полюбил справедливость и возненавидел беззаконие. Мудро пускайте, будем слухать Святое Евангелие, мир усилим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Слухаймо важливо. Домінік, почекай. Слухай уважливо. Сказав Господ приповесть гэтую. Один чоловік робив великую вечеру і многих покликав. І послав раба свайго у час вечері сказать покликанным: приходьте, бо ўжо готово все. І пачалі ўсе, як один, просить прабачэння. Першы сказаў яму: я купіў поле, і мне трэба пайсці паглядзець яго. Прашу цябе, прабач мне. І другі сказаў: я купіў 5 пар валоў і іду выпрабоўваць іх. Прашу цябе, прабач мне. Іншы сказаў: я ажаніўся і таму не магу прыйсці. І прыйшоўшы, раб той паведаміў гаспадару свайму гэта. Тады, разгневаўшыся, гаспадар дома сказаў рабу свайму: выйдзі хутчэй на вуліцы і завулкі горада і прывядзі сюды і убогіх, і калек, і сляпых, і кульгавых. І сказаў раб: гаспадар, зроблена, як ты загадаў, і яшчэ месца ёсць.
И сказал Господар рабу, выйди до дорог и за городяў и говори прийти, каб наполнился дом мой. Бо кажу вам, что никто з тых людей покликанных не покаштуе моей вечеры, бо много покликанных, але мало выбранных. Слава Иисусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры, мы почули только что прыповесть про запрошенных на вячеру. И гэтую прыповесть наш Господ рассказывая як отказ або такую репосту на реплику одного з гостей, присутных на обеде у одного з фарысейскіх начальников. И на гэтым обеде и сам Господ был присутны. Про гэта читаем трошки вышэй у тэксце. І падчас гэтага обеду Господ шмат павучае, а один з гостей гэтае навучанне падсумоўвае так: «Шчаслівы, хто будзе есці обед у Царстве Божым». А Господ пра што павучаў на гэтым обеде? Я нагадаю, калі ты будзеш даваць обед ці вечеру, так кажа Господ, звяртаючыся да гаспадара вячэры, не кліч сяброў тваіх, ні братоў тваіх, ні тваіх сваякоў, ні суседзяў, багатых, дзеля таго, каб і яны цябе таксама паклікалі і была табе адплата. Але калі робіш гасціну, кліч убогіх, калек, кульгавых, сляпых, і шчаслівы будзеш, бо яны не маюць чым адплаціць табе. Адплачана ж табе будзе пры воскресенні праведных. І пачуўшы гэта, госць адзін так усклікае: «Шчаслівы, хто будзе есці абед у Царстве Божым». І тады Господ якраз распавядае прыповесць, якую мы толькі што пачулі. Аднак, што хацеў сказаць гэтым воклічам чалавек? Ці гэта быў проста такое эмацыйнае здзіўленне, а можа сумніў, што так можна паступіць, як раіць наш Господ. Мы дакладна гэтага не ведаем і, напэўна, не даведаемся ў гэтым жыцці. Усё мы гэта можам, так скажам, меркаваць. Так ці інакш, Господ у гэтай прыповесці распавядае пра трох людзей, якія адмаўляюцца прыйсці на вячэру, а вячэра, гэта вядома, з'яўляецца вобразам Божага валадарства. Яны адмаўляюцца з розных рацыяў. І гэтыя рацыі, яны надуманыя. Вядома, я часто люблю падкрэсліваць, ёсць розныя культурныя асаблівасці. Напрыклад, літчукоў трэба запрашаць 3 разы, гэта такі рытуал, каб можна было адмовіцца і гэтак далей. Вось. У некаторых краінах таксама такі бывае звычай, але тут не пра гэта ідзе мова. Гэта такое нахабнае адмаўленне, хутчэй. Калі відавочна, што тыя рацыі, яны несур'ёзныя, зневажлівыя, што моя рацыя, маё задавальненне, яно мае большае значэнне, чым тваё запрашэнне. Вось так можна гэта патлумачыць. І Господ, ён падсумоўвае вельмі дзіўнымі словамі сваю прыповесць. Бо много покликанных, але мало выбранных. І тут я хотел бы задать вам пытанне, як вы разумееце гэтыя словы. Хто кліча, хто выбірае? Господ і кліча і выбірае. Одна версія прынята. Яшчэ ёсць нейкія думкі? І сапраўды, мне здаецца, што гэта такое самае распаўсюджанае
успрыняццё гэтага тэксту, што і Господ кліча, і Господ выбірае. Шмат пакліканых, але мала выбраных. Аднак мне здаецца, што гэта памылка. Сапраўды, гэта Господ усіх кліча. Але ці ён выбірае? Мне ж здаецца, што выбіраем мы. Мы выбіраем, зыходзячы з гэтай прыпавесці, прыйсці у Божае валадарства ці не, прыняць гэтае запрашэнне, гэтае пакліканне Господа ці не. Мы все пакліканы на боскую літургію ў нядзелю, але гэта мы самі себе выбіраем, прыйсці на яе ці не. Мы пакліканы не грашыць, але гэта мы выбіраем, як паступіць у той ці іншай сітуацыі. Гэта мы пакліканы спавядацца, прыступаць да розных таемніцаў у царкве, але гэта мы, урэшце, выбіраем паступаць паводле таго, да чаго мы запрошаныя ці не. Шмат пакліканых, але мала выбраных. І давайце сёння, разважаючы гэтую прыпавесць і молячыся, дзякуючы Богу за нашае пакліканне, таксама выбіраць Яго і Ягоную волю. Амін. Скажем все разом, от всей души, от всей думки наши, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцу наших, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воды Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Jeszcze молимся за святого Отца нашего, сусветного бискупа Франтишка, Папы Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего, архимандрита Сергея и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Jeszcze молимся за Бога, стероженную крайну нашу Беларусь, за урад належной влады и войска, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью и пребывания, и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за братов наших святоров, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за годных памяти с основальников этой святой церкви, и за всех ранее дошедших отцов братов наших, які тут и на кожном іншому місці спашивають. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за все человечество, якое терпит с причиной поширения пандемии, за всех бездопоможных и разгубленных, за хворых, и за тих, хто отдано им служить, а так само за померлых. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Дальше молимся за доброчинцев этой святой церкви, за тих, що приносять дари, працюють і співають її, і за всіх тут присутних людей, які чекають від Тебе багаття Твоєго змилування. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. От
милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе слава Твоим Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Яше с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, збав, и стиражи нас Божу ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы будучи завсёды, подоховую Твоим охотную ладу, Тебе слава дарами. Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мы, что тайны способ, мы, что тайны способ, проставляем, херувимов и животворчай Тройцы, и животворчай Тройцы, Тройцы святую, Тройцы святую, песню пяем. Отложим терпеть, отложим, усе житёвые хлопоты. Святого Отца нашего, сусветного біскупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, почестных святоров, диаконов Христе, все духовенство, Богом стиражовную краину нашу Беларусь, урад, належную лады, засновальника и доброшинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, хай вспомните Господь Бог у своем владарстве на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Когда вам принять уладаров сих, якого необычного сопровождают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Наклоним молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердностью одинородного Сына Твоего, всяким благословенный Ты, и Твой усей святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему
один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу одиносудную и нераздельную. Теперь мудрости путь уважливая. Веру в единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, башного всего и небашного, и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед усими веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносутного Зайцом праз якого все стало быть, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стався человеком, был укрижованный за нас при Понским Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес сходно с Писаниями, и взошел на небо, и сядить по правой руце Отца, и снова придя в славе судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Господа Животворчего, яке от Отца походит, якому належится поклонение и слава разум за Отцом и Сыном, яке говорил праз пророков, в единую святую повсюдную апостольскую церковь, вызнаю один их рост для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Встанем добро, встанем со страхом. Уважливо святое хверование мира приносит. Дар миру, ахвяру, хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Узнімем гору серці наші. Мы возняли их до Господа. Подякуем Господу. Годно и справедливо есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице одиносутной нераздельной. Ты привел нас с неба до бытия, коли мы упали, снова поднял и не переставал робить все, как узвести нас на небо и даровать нам Твое будущее владарство. Для этого дякуем Тебе и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействия, ведомые и неведомые, явные и тайные, якими Ты нас сотворил. Дякуем Тебе за эту службу, яку Ты захотел ласкаво принять с наших рук. Хоть перед Тобой стоять великие множества архангелов, безлишанелов, херувимов и серафимов, шестикрылые шматвоки, які, узнявшись высоко на крылах, переможную песню пяют, ускликающие, припевающие и кажучи. Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у
благословенными силами человеколюбную владару, и мы ускликаем, кажучи, святые все святы Ты, и единородный Твой Сын и Дух Твой святый, святые все святы Ты, и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего единородного послал, как кожный, кто верит в Его, не загинул, а имел життя вечное. И Он пришовший, исполнивший весь провід для нас, ношу, яку Його видали, а покушитель Он сам отдал себе за життя свету, взял хлеб у своей святые, вся чистые безвинные руки, и отдавши подяку, поблагословивши, освятивши, раздававши Его, дал святым своим учням и апостолам, кажучи: «Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ловится для отпущения грехов». Аминь. Так само чашу после вечери кажучи: «Пейте, з'явився, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов». Аминь. Мы ж памятующих это избавленные заповеты, и все, что для нас дарилось, крыж, похование, воскресение на третий день, заход на небо, сидение по правой руце, другое славное присте, приносим Тебе Твое от Твоих, для всех и за все. Тебе хвалим, Тебе благословляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, и молимся, и молимся Тебе, Боже наш, Боже наш. Особливо за наисвятую, всечистую, наиблагословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за всю Деву Марию. Достойная правды, называй счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и беззаконную, Матерь Бога нашего, дочь родную пашаны за херувимов, и без поравнания боль славную за серафимов, что заковавши дьявольство родила Бога Слово, Иисую Богородицу Тебе мы величаем. На самом деле, вспомни, Господи, святого Отца нашего, сусветного бискупа Франтишка, Папу Римского и достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея, заховай безпеких Твоих церкваў, усупокое, целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как и не могли верно научать нас словом Твоей правды. И всех, и все. И тайно, едиными устными, единым сердцем, славиться выхвалять Твое божественное величное имя, Отца и Сына и Святого Духа, Теперь и завсёды и на веки веков. Аминь.
Иисуса Христа, со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых и шедших, с упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. Есенные святые, почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Храм человеколюбный Бог наш, примявший на свой святый небесный духовных вярниках, отмысловую духмяность духовную, по славному совместную Божскую ласку и дар Святого Духа помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гневу, сумму и недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися с жальством, и стражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Как весь этот день был досконалый, святый, мирный и безгрешный Господа просим. Дай нам, Господи. Ангела спокоя, верных и наставников, опекуна души тела наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Пробачения и отпущения грехов и праведных наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Всего, что доброе и корыстно для душ наших, и супокой для свету, Господа просим. Дай нам, Господи. Капталишь тех життя нашего, супокой и покаяние провести, у Господа просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего, дозвольного, бездокорного, спокойного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Попросивши одинства веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдай нам. Аминь, Господи. И сради нас достойными владару, с полным доверием и без осуждения, смеет свертаться на себе Бога Небесного и Отца, и казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Вот Твое владарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа Тебе завсюди и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Духу. Голови ваші Господу схиліться. Господи. После владару принесенные туда всім поровну роздай. Кожному поводле потреби, будь сподорожниками помори, землі і повітря, здорові хворих, лікарю душі тіло. Ласкою, милосердностью и человеколюбством, одинородного Сына Твоего, за яким благословенный Ты и Твой усей святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсюди и на веки веков. Боже, будь спогадлив негрешному, змилуйся надо мною. Боже, будь спогадлив негрешному, змилуйся надо мною. Боже, будь спогадлив негрешному, змилуйся надо мною. Будьмо уважними, святые речи для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, наш
свет збавить грешников, сирот, яких я самый перший. Веру так само, что это соправды Твое святое тело и божественная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины, вольные и межвольные, які я зробив словом и учинком, свядомо и несвядомо. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайной вечери. Я не зражу ворогом Твоей тайны и не дам поцелунку, як Иуда. Олег, разбойник, вызнаю Тебе. Вспомни меня, Господи, в Твоим благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайнов будет мне не на суд и рассуждение, а лет для оздоровления души и тела. Со страхом Божиим, верою и любовью подходьте. Благословенный Той, кто приходит в имя Господня. Господь Бог ее явился нам. Тело Христово примите, покажите, прините несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите, прините несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите, прините несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите, прините несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христа за нас охляра. Тело Христа за нас охляра. Христова кровь за нас пролитая. Христова кровь за нас пролитая. Христовый Бог за нас пробитый. Христовый Бог за нас пробитый. Христово сердце для нас открытое. Христово сердце для нас открытое. Христовый крыш для нас избавление. Христовый крыш для нас избавление. Душа Христа нас освящает. Душа Христа
Спал Боже людей Твоих и благослови набыток Твой. Начали правдивое святло, приняли Духа Небесного, знающий веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, Боя нас вопила. Благословен Бог наш на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Наши уста исполнили хвалы Твоей, Господи, как нам пеять славу Твою. Вот изродил нас достойными быть удельниками святых Твоих божских, несмяротных и животворчих тайнов. Заховай нас у Твоей святости, как нам весь день научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, тримавши Божські святые все чисті, несмиротно небесные животворшие, страшно Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, сбавься, стражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Просившие, как бы Ты весь день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, сами себе один одного, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Вот если чини наши Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, який благословляешь Ты, что благословляет Тебе, и освящаешь Ты, что складает на Себе надею. Збав людей Твоих и благослови набыток Твой. Заховай целости церкву Твою, святых, что любить красоту дому Твоего, Ты их услал Твою Божскую силу, и не покинь нас, яки сподеемся на Тебе. Даруй спокою всему свету, церквам Твоим нашим, белорусскому народу, належному ладам нашим, и всем людям Твоим, Бо всякое доброе дарение, и так досконально, заходит с горы от Тебя и Царь святла. И мы Тебе славу, подяку и поклонение отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Светлый владару, сподвечный Боже, Ты весь свет створил и законы для всего установил, кожному место признавшего род людский, так без конца полюбил, что Сына Своего Единородного послал на землю, как все слухали Его науку, и души следом за Ним вошли в Твое небесное владарство мы, дети белорусского народа, як могли слухались от Твоих загадов, а летели человечей слабости, часто падали, изневажали Тебя своими грехами. Теперь молим Тебе широ, даруй нам наши провины, нашу недбайность в относинах до себе и до інших. Даруй так само тим, хто кривдив нас і зневажав, борони нас от кривди ворожої, і дай нам і ворогам нашим духа соправдной христианской любови. Дай нам єдність віри, згоду в громадському і сімейному житті, загаї наші особисті і народні рани душі, які ми самі себе вчинили або от неприятеля отримали. У нашем штоденном житті освети наш розум Твоим евангельским святлом, как мы, заховываешь Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, и за все это Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу нахвязных слугов своих, якие праведным, сумленным, мудрым житем и деятельностью великих удаявшие доли,
Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как у кожной из них дбали батька и хральная мать, змушені щирою святою любов'ю, виховували тобі на славу, батьківщині на користь своїх діток, особливу ласку дай молоді, как вона отримала глибоке християнське згадування і виросла на корисних синов і дошел своєго народу. Благослови наші дочасні достатки, не дай гинуть марним талентам, які ти посилаєш у наш народ, але дай їм свободно розвитися і закрасувати Тобі на славу і всьому людству на користь. Благослови працю селянам на ролі, работникам на фабриках, ученых, письменников, мастаков, как з їхней допомогой белорусский народ мог разумно и пригоже жить и развиваться. Тебе, Всечистая Богородица и наша Небесная Мать, просим, покрой нашу Украину Твоим святым покрывом, и пусть нашей опекункой и заступницей, и Ты, святая Ефросиния, осветница Беларуси, и все святые заступники белорусского народу, молитесь за нас неспинно, как мы стались народом святым, які виконує волю Божию і своє посланство, і как ми унесли свою вкладу огульную добро тут на землі, а в прежнем житті отримали вечное счастье, неспинно отдавали славу, пошану и поклонение Богу, Тройце Одиному Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Имя Господне, благословенное теперь до веку. Хай будет имя Господне, благословенное теперь до веку. Хай будет имя Господне, благословенное теперь до веку. Благословение Господне, хай буде на вас ласку, Его и человеколюбством на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, наде наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес из мертвых молитвами Всечистой Своей Мать, святых славных и годных похвалы апостолам и святыми Отца нашего, Яна Златоустного, арцебископа Константинопольского, молитвами святого Иозафата, арцебископа Полоцкого, святого Спиридона Чудотворцы, святых славных и родных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, меж святыми Отца нашего Кирилла, бископа Туровского, святой Мати нашей Ефросинии Полоцкой, светницы Беларуси, и всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога, Отцов, Якима и Ганна, и всех святых, хай смилуется над нами, спалит нас, мой добрый человеколюбец. Аминь. Христос посеред нас. И каким будет? Могутный Боже, Владыцу света, великим солнцем и сердц малых, на Белорусь тихо и
Песню славы заспяваймо, мучеников выхваляймо. О, я захвате, битве и в короне. Мы Тебе кричам, могутный патроне. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Дякую Тебе, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полишил достойным быть удельником Твоей святостью. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбный владар, что для нас помер и воскрес, и даровал нам это страшное животворчее тайны, для добра и освящения души и тела. Дай-ка пьяны были мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления очей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для привлечения Твоей Божской ласки и для осерднения володарства Твоего. Как я захования имени Твоей святости, был зажды памятный Твоей ласки, и жил уже не для себя, а не для Тебе, нашего владара и доброчинца. И закончивши это життя в надее життя вечного, досягнул непроминального супокою, где безупынно чутный голос святых и пануя вечная радость тех, что оглядают невыказанную красоту твара Твоего. Вот и соправдное ожидание и невыказанная радость тех, что любят Тебе, Христе Боже, и Тебе все створение перед славу кроме все веки. Аминь. Всемогутный человечный Боже, Ты не хочешь смерти ложного, а лишь желаешь, как навернулся и был живым. И послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, який нам наказал: просите и будет дадено вам, шукайте и знойдете, слушайте и отчинить вам. Да Тебе преподаем скучливым сердцем, и с людьми молим Тебе. Не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и судишь смертоносную пошлость, что в этот час род людский дочасно не увечим зачем. Zmiłuj над нами, Господи, zmiłuj над нами, избавь людей Твоих, как жили здоровыми по воле Твоих приказаний, и прославляли имя святое Твое. Заступись и заховай от этой згубной пошлости нашу батьковщину и наш народ. Ура, Ты всіх шестерову целости спокойно нашей Украины. Выводи в этот город и все города и вёски. Zmiłuj się na бедах tych, что терпят от этой хворобы. Подними их с ложа немощи и дай им здоровье души и тела. Души ж Ты, что от этой хворобы правой веры и надею воскресения уже спашили. Супокой с святыми Твоими, день нема ни боли, ни сумы, ни плачу, а лежит все без конца. Молитвами на святейшей Богородице и за всюду Девы Марии, заступництвом святых бестелесных сил и ангелов-охотников, ласкою человеколюбством однородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом, и за святым, добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь.